Великая Отечественная война не обошла стороной и женщин Ингушетии. Некоторые защищали отчизну с оружием в руках. Кто-то служил стране другими способами. Как, например, Цычоева Тамара Анзоровна, которая родилась в Перми и переехала на Зрань в возрасте 15 лет. Цычоева работала ответственным редактором в Очелуках, а потом в Министерстве юстиции Чечено-Ингушской АССР. Во время войны Тамара Анзоровна избиралась народным судьей в Псидахе. При отступлении наших войск во время войны, вывозя секретные материалы, Тамара Анзоровна Цычоева оказалась в армии и 2 года работала в Ревтрибунале. После разгрома фашистских войск на Кавказе была отозвана с фронта. Множество женщин Ингушетии безустанно трудились на нужды фронта, а часть советских женщин отдали себя спасению солдат и пошли служить в медицинские части Красной армии. Несмотря на то, что Советский Союз буквально в считанные месяцы обеспечил производство всего необходимого оборудования и медикаментов, то, чем врачи спасали солдат, сегодня у многих вызывает ужас. В арсенале полевых хирургов было лишь несколько самых необходимых инструментов, а младший медицинский персонал порой вместо обезболивающих препаратов и антибиотиков использовал лишь бинты да уговоры. И все-таки военные врачи, в числе которых была масса женщин, вернули с полей сражений около 70% раненых, а это около 17 миллионов человек. Одной из спасительниц была уроженка Ингушетии Асият Идрисовна Тутаева. Она родилась в 1905 году в селе Насыркорт Назрановского округа Терскской области в семье офицера Российской императорской армии. В 1929 году окончила медицинский факультет Северокавказского университета в Ростове-на-Дону, а затем аспирантуру Ленинградского института экспериментальной медицины. В мае 1936 года успешно защитила диссертацию и стала кандидатом медицинских наук. 25 июня 1941 года ассистент кафедры микробиологии Первого Ленинградского медицинского института Асият Тутаева ушла добровольцем на фронт, где прошла путь от рядового военврача до начальника ЭВК-госпиталя. Майор медицинской службы, начальник ЭВК-госпиталя номер 1107/70 Тутаева не жалела ни сил, ни здоровья ради спасения жизни бойцов. На ее счету сотни спасенных жизней солдат и офицеров. В конце октября 1944 года майор медицинской службы Асият Тутаева, находившаяся вместе с коллегами-военврачами в машине санитарно-эпидемиологической лаборатории, попала в засаду и погибла на территории Западной Украины. Другая версия гибели Асият Идрисовны утверждает, что 29 октября 1944 года она попала в плен и была повешена фашистами у села Колодино Вишневецкого района Тернопольской области. Стоит отметить, что у Асият Идрисовны была сестра Нина Идрисовна Тутаева, капитан медицинской службы. С 1941 года и до конца войны была ординатором 6-го военно-санитарного поезда 34-го эвакуационного пункта. Нина Идрисовна отдавала все силы лучшей организации работы, за что пользовалась любовью раненых и большим авторитетом среди своих коллег. Именем славной дочери ингушского народа Асият Идрисовны Тутаевой названы улицы в городах и селениях Ингушетии, медицинский колледж в Назрани. Ее имя высечено на гранитной плите среди героев Великой Отечественной войны на мемориале памяти и славы Ингушетии.